На кремлевских каналах старые песни о главном. Власть в Киеве поддерживает националистов и эсэсовцев. Зеленский предал память о деде-ветеране, а Киева – главный хранитель исторической памяти о Великой Отечественной. Это программа «Фейкометр», и мы разбирались, зачем кремлевская пропаганда рядит нашу страну в затертые до дыр мифы о том, что в Украине возрождается фашизм. Поводом для большой гордости пропагандистов стала статья Путина для немецкой газеты Die Zeit под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Российские СМИ, словно сговорившись, начали публиковать статьи, смысл которых заключался в одном. Немцы восхитились статьей Путина о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. И в доказательство этого стали публиковать реакцию читателей газеты. Очень интересная статья, к сожалению, для меня слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора. Написал Джуабер, передает РИА Новости. Ну так немцы реагируют, скажете вы. В чем здесь фейк? В приеме, который используют российские СМИ. Публикация мнений – изначально манипулятивный прием. Во-первых, достаточно сложно проверить, реальны ли эти комментарии или их выдумали в российских редакциях. Предположим, такие комментарии действительно были. Но мы не знаем, были ли другие, а может, недовольных и возмущенных было больше. Но у читателей должно сложиться правильное мнение, совпадающее с задачей пропагандистов. А что же в самой статье? Заголовок уже как бы намекает: давайте забудем прошлое и начнем все с чистого листа. И хотя статья вроде бы о Второй мировой, но отсыл в ней явно на день сегодняшний. Путин снова хочет быть принятым в компанию европейских стран. Именно поэтому он пишет о современной Украине и дает свою оценку событиям 2014 года. Вот отрывок, который приглянулся российским пропагандистам. Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. Каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. То есть Путин заявляет в том, что Россия оккупировала Крым, виноваты американцы. Не зеленые человечки, а антиконституционный переворот, который поддержали США. Может, рядовой немецкий читатель и не задумается над тем, что не так в этом утверждении. Но мы-то помним и другие откровения российского президента, который признавал, что захват Крыма был спланирован, и это была спецоперация Кремля. Путин воспользовался ситуацией в Украине, чтобы фактически украсть часть ее территории. И сегодня ни одна цивилизованная страна не признает Крым российским. Что, к слову, и продемонстрировали моряки британского флота Ее Величества, проведя корабль «Дефендер» вблизи Крымского берега. И никакие угрозы россиян применить оружие не по курсу, а по цели не остановили их. Почему? Потому что весь мир считает это территориальными водами Украины, и нападение россиян будет расценено как акт агрессии с вытекающими правовыми последствиями. This Russian Coast Guard vessel has come up right close to this British warship and is trying now to force it to change course. В этом году в Украине, как и в других постсоветских странах, отметили 80-ю годовщину нападения фашистской Германии. У нас это день скорби и чествования памяти жертв войны. В России в том числе и повод обвинить Украину в предательстве истории. И там даже нашли главного предателя. Решил напомнить о страшной правде 22 июня и Зеленский, правда, сделал это, разумеется, в своем стиле, в рамках украинских уроков истории. Написал пост, в котором самую важную дату для всех народов СССР, дату начала Великой Отечественной войны, он назвал, внимание, началом самого кровавого периода Второй мировой. В принципе, да, действительно, самый кровавый период Второй мировой, но называется этот период Великой Отечественной войной. Но такое вот словосочетание «Великая Отечественная» из уст внука фронтовика Зеленского могут не понять местные нации. Для западных хозяев Великая Отечественная — это враждебный нарратив, который не укладывается в проект антироссии. Припомнили пропагандисты украинскому президенту и заявление о том, что сговор нацистской Германии с СССР привел к развязыванию Второй мировой войны.
Но вот что говорит ваш президент. Всего год назад он обвиняет СССР в развязывании Холокоста. Давайте послушаем. Польща та польський народ. Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора двух тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам нужно объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. После того, как стало открытым секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа, сомнений о сотрудничестве СССР и Германии не осталось ни у кого, кроме наследницы Союза России. Там даже запретили на законодательном уровне сравнивать эти две страны. Разделив Польшу и договорившись о дружбе, СССР и Германия получили передышку. Зная, что второго фронта пока не будет, Германии уже ничего не мешало на полную запустить маховик войны и поставить на конвейер уничтожение людей в концлагерях. Так в чем неправ Зеленский? Не дает покоя пропагандистам и то, что Украина переосмыслила свое отношение к этой войне. В нашей стране запрещена пропаганда как коммунизма, так и фашизма. Но спустя десятилетия научились чтить память тех, кто воевал за свою страну. Но пропагандистам этого не понять. Буквально на днях в Киеве с почестями похоронили карателя из дивизии СС «Галичина». Причем почести решили организовать настолько пышные, что от Зеленского подогнали целый президентский полк. Вот еще был лафет. Подогнали. Еще раз, на дворе 21 год. Полк президента Украины официально с почестями похоронил нацистского преступника, карателя, эсэсовца. Нашли российские пропагандисты и главного ревнителя священной памяти о войне. Ну, той памяти, которую можно помнить по российскому закону. Так вот, главным скрипоносцем оказался Илья Кива. Оппозиционная платформа «За жизнь» провела в украинских городах акции в память о жертвах фашизма. К памятникам возложили цветы, а в Киеве сожгли флаги нацистских организаций. Мы сожжем те флаги, которыми они пришли к нам 80 лет назад. Мы сожжем те флаги, которые сегодня они пытаются проносить по улицам наших городов. Горите в аду, сволочи, и будьте вы прокляты до 7-го колена. Это тот самый Кива, который за несколько лет успел не единожды поменять свое мировоззрение. Он был и активистом на Майдане, и возглавлял восточное крыло правого сектора, и даже был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах. Вместе с правым сектором Илья Кива находился в зоне АТО в первые несколько месяцев российской агрессии. А когда неизвестные подорвали ЛЭП на границе с оккупированным Крымом, именно Кива возглавлял тех, кто пытался штурмовать участников гражданской блокады. Боролся с наркопреступностью. Потом вдруг неожиданный кульбит возглавил социалистическую партию, бросил ее и пошел в ОПЗЖ. И прославился на всю страну не совсем типичным для народных избранников поведением в сессионном зале Верховной Рады. Утримались 29. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. И весьма двусмысленными оговорками. Засуньте эти справки. Вы поняли? Да. Но на такие мелочи российский телевизор не обращает внимания. Кем бы ни был Кива, главное, что он, скажем так, соратник Медведчука. Ну а кто такой Медведчук и почему его любят кремлевские СМИ, объяснять не надо. И еще один нюанс. Кива в изложении российской пропаганды напоминал бесстрашного мальчиша-кивальчиша, которому ночь простоять, да день продержаться в окружении врагов. Во время нашей акции было очень много наблюдателей со стороны вот этих маргинальных националистических организаций, и только наша численность и наша позиция не дает им сегодня возможности активных действий. Вы хоть одного увидели на кадрах? Кого там Кива напугал? В Украине на этот перформанс Кивы вообще не обратили внимания. О российских фейках, о поднимающем голову нацизме в Украине, о том, что нас не ждут в НАТО, и о настоящем отношении ко Второй мировой мы поговорим с гостями студии и начнем с Александра Курбана,
ментора в Центре противодействия информационным агрессиям АМ&ПМ. Добрый вечер, Александр. Как вы объясните активизацию российской пропаганды о том, что в Украине возрождается фашизм? Вопрос тут, знаете, в чем состоит? В формулировке. Дело в том, что в европейских СМИ, в англоязычных изданиях и так далее формулировка происходит так. Ukrainian нации. То есть нацисты, непосредственная связь с, скажем так, с фашизмом и экстремизмом и так далее. А по сути дела речь идет о национальной идеологии, о национализме и так далее, которые по сути не являются деструктивными. Вот тут происходит вот такая вот игра слов, непонятная разница для европейца и для западного человека, она непонятна. Вот, как бы, и получается вот такое разночтение. По факту это один из деструктивных нарративов, которые Россия сегодня использует для атак против Украины, для дискредитации имиджа Украины в международном, так скажем, контексте. А по сути дела это просто вот используется вот такое вот филологическое, литературное, такое журналистское передергивание. Ну это в принципе, собственно, тут ничего такого особенного нет. Это типичный инструмент, который использовали не только россияне, до россиян в свое время в фашистской Германии использовались, диктаторские различные, скажем так, вот силы использовали и так далее. То есть типичная технология информационной и гибридной войны. Ну, если говорить о переводе с английского, это одно, но ведь в русском языке и в украинском эти слова похожи, и как бы тут нет двусмысленности. Тем не менее, очень часто там используют как доказательство возрождения нацизма факты, которые, или события, которые происходят в Киеве в том числе. Факельное шествие, например, или кричалки футбольные, когда там скачут и кричат «москалив на ножи». И это используется как подтверждение того, что в Украине возрождается нацизм. Можно ли эти события так трактовать? Вы знаете, безусловно, я бы не взял на себя смелость назвать это 100% классическим национализмом. Естественно, как бы определенные такие вот экстремальные моменты там есть, но в целом это чистая такая вот гибридная информационная технология. В чем заключается механизм? С фашизмом, с националистическими моментами связаны очень много негативных моментов, связанных с исторической памятью, которая культивируется в фильмах, в литературе и так далее. И тем самым, приравнивая украинских националистов и все их действия к действиям фашистов, привязывая и надавая негативного статуса деятельность УПА и так далее, Россия таким образом, скажем так, вот в негативном свете выставляет украинскую национальную идею, Украину как государство в настоящий момент, и тем самым вызывает негативные эмоции у различных целевых аудиторий. И в Украине в том числе, особенно у людей старшего поколения, среднего поколения, которые выросли на теме Второй мировой войны, на фильмах и все, что с этим связано, с книгах. И таким вот образом они активизируют в нашем подсознании негативный образ нацистов, таких вот, скажем так, вот негативных персонажей, привязывают к этому негативному образу то, что происходит сегодня в Украине, и таким образом получаем мы вот такое вот негативное отношение, негативную реакцию. И, соответственно, опять же подчеркиваю, что в данном случае, скажем так, вот основными целями атак России является собственное население, которое накручивает против Украины, население Украины, в котором таким образом формируется раскол, атомизация суспільства происходит. И, безусловно, наши западные партнеры. То есть главная задача России сегодня показать нашим западным партнерам, что Украина — это не та страна, с которой следует сотрудничать, что это страна победившего нацизма, что это страна людей, которые занимаются геноцидом, которые культивируют, скажем так, межкультурные противоречия, межнациональные, межэтнические конфликты. И вот в этом самая опасность, самая большая опасность вот этих всех вещей. Не сколько в подмене понятия, не сколько в использовании термина нацизм или национализм, а в том, как это подается, какое
скажем так, вот окрас, под каким окрасом это все подается. И самое главное, вот главная цель любой информационной атаки, любой информационной войны — раскрутить целевую группу на определенные эмоции. В данном случае главная задача — это раскрутить целевую группу, в данном случае несколько целевых групп, на негативные эмоции, которые вызваны ассоциациями с нацизмом, с фашизмом, с концлагерями, с истреблением людей, и привязать это все к современной Украине, ко всем общественным движениям, политическим движениям, которые происходят в Украине. То есть это такая комплексная, сложная, манипулятивная технология, которая является очень эффективной, потому что давит на самые такие вот актуальные больные точки, вызывая негативные эмоции, за которыми следуют определенные выводы, политические решения и определенные действия. То есть это часть очень сложной геополитической игры. Почему эти российские нарративы ложные и почему нельзя сравнивать украинский национализм с нацизмом? Ну, это ответ элементарно. Откройте любой учебник, адекватный учебник по истории и посмотрите, что из себя представлял немецкий фашизм, что из себя представлял национализм, реальный национализм Российской империи, черносотенцы и так далее. Как в действительности, какими в действительности интернационалистами в скобочках такие были во времена Советского Союза советские идеологи, как сегодня используют в манипулятивных целях национальную политику в России и как этот вопрос решается в Украине. Ну вот простой пример, обыкновенная статистика. Среди тем, связанных с национализмом, ну вот среди обвинений в националистических движениях в Украине, одна из тем — это антисемитизм. То есть Украину постоянно обвиняют в том, что самый высокий уровень антисемитизма в Европе, в мире и так далее. В действительности социологические исследования показывают, что уровень, скажем так, вот антисемитизма в Украине колеблется в пределах 2-3% в целом от населения. Для сравнения, в России этот процент приближается сейчас к 15%. В Европе, в отдельных странах, я не буду сейчас называть эти страны, чтобы их не обижать, но там уровень антисемитизма просто в разы выше, чем в Украине. И так практически по всем темам. Это раздувание украино-польских противоречий и, скажем так, вот постановка в угол самой главной темы, связанной с национализмом УПА и так далее. Это тема, связанная с, ну, естественно, с российско-украинскими противоречиями. Россия постоянно нагнетает ситуацию, что в Украине украинские этнические украинцы стараются, скажем так, уничтожать основу, культуру, русских традиций и так далее. То есть вот Украина, слава богу, знаете, вот нас очень сильно выручает это то, что последние там лет 200 в Украине не было серьезных таких вот разломов в обществе, связанных с национальными вопросами. У нас не заложены, вот, скажем так, вот в подсознании такие вещи. И все попытки России найти в Украине острые формы, массовые острые формы национализма, они просто проваливаются, они обречены на провал, потому что нет таких традиций, нет у нас таких вот тенденций к этому делу, и поэтому, скажем так, сколько бы россияне не раздували, из этого ничего не получится. Кстати, вот в качестве примера могу привести ситуацию в 2014 году, когда, опять же, Украину пытались, скажем так, вот создать несколько таких кейсов антисемитских. В 2014 году расписывали стены, особенно на юге Украины, городов антисемитскими лозунгами, пытались привязать к этому правый сектор, УНАУНСО и так далее. И очень, я считаю, правильно и красиво просто поступили, скажем так, вот люди, которые непосредственно к этому имеют отношение. Представитель в одном из городов, по-моему, в Херсоне, руководитель местной еврейской общины и руководитель местного представительства правого сектора, они ходили по городу и вместе разом закрашивали вот эти вот антисемитские надписи. Ну вот это просто классический пример тому, как вот, скажем так, опровержение всем этим вещам. Ну, то есть четко видно, что все, что касается попытки навязать, скажем так, общественному мнению, миру, Европе, российской целевой аудитории идею о нацистах, о, скажем так, скажем, ультранационалистах,
в Украине, это чисто раздутая идея, которая не имеет под себя никаких оснований. Об этом говорит и социология, об этом говорит и, скажем так, реакция в СМИ на эти вопросы, об этом говорит наше историческое прошлое. То есть, скажем так, оснований для этого абсолютно никаких, но Россия не хочет на этом останавливаться, не продолжает нагнетать ситуацию, вбрасывать деструктивные нарративы. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время они просто доведут эту ситуацию до абсурда, и люди просто будут смеяться с этих моментов. Давайте поговорим еще об одном тезисе, который очень распространен на пропагандистских российских каналах, о том, что эти проявления нацизма, которые они оценивают как проявление нацизма, поддерживаются государством, что это государственная политика. Вот давайте попробуем разобраться в этом. Что здесь не так? Ну, вы знаете, скажем так, есть определенные признаки фашизма или национализма, которые присущи тому или иному государству. Можно просто пройтись по этим признакам и посмотреть, есть они в Украине или нет, и тем самым мы просто таким образом опровергнем вот это вот утверждение о том, что нацизм поддерживается в Украине на государственном уровне. Есть у нас какие-то нормативно-правовые акты, которые бы были направлены на ущемление определенных наций, этнических групп, меньшинств и так далее. Нету таких документов. Есть у нас какая-то целенаправленная там проблема, политика, действия, которые осуществляются со стороны государства против этих вещей. Нет, у нас нет массовых переселений, каких-то там ущемлений прав отдельных каких-то народов и так далее. Вот. Есть у нас какие-то, скажем так, вот, трансляция через средства массовой информации каких-то ненавистнических, национально-ненавистнических идей, скажем так, декларируют ли это представители государства подобные вещи. Тоже мы этого не видим, происходит абсолютно противоположная политика. Есть ли у нас концепция, какая-то национальная концепция, принятая официально или хотя бы поддержанная общественностью, ну вот типа концепции русского мира или концепции там Deutschland Über и так далее. Мы этого тоже абсолютно не видим. То есть по основным ключевым признакам, по которым определяет фашизм, в Украине ни одного из этих признаков нет. А все, что, скажем так, вот, приписывает государству, оно очень быстро, ну, в плане того, что государство осуществляет такую политику, оно очень быстро опровергается и очень легко проверяется, поскольку государство — это такая структура, которая на виду. Любое заявление, которое документируется, естественно, как бы имеется архив документов, где сохраняются нормативно-правовые акты, спокойно можно законодательную базу, где, скажем так, вот соответствующие законы есть и так далее. То есть я не вижу сегодня вот по тем основным классическим признакам, которым можно было бы обвинить Украину в нацизме или в каких-то вот таких вот фашистских вещах, ну просто они просто отсутствуют, и все такие обвинения, они просто абсурдны, и все вот эти вот кейсы, которые россияне вбрасывают там в виде каких-то нарративов и так далее в информационное пространство, собственное, еще раз подчеркиваю, собственное, украинское и западное пространство, они очень быстро развеиваются, но, как вы понимаете, как в том анекдоте, что ложечка нашлась, а осадок остается. То есть вот на это оно и рассчитано, что вот как-то оно по накопительной системе, вот эти все эмоции, они будут накапливаться и потом будут выплескиваться. То есть объективных причин для того, чтобы подтвердить эту позицию, нет, а все обвинения, они являются только частью информационных атак, информационной войны. Ну вот давайте попробуем тогда развенчать еще один пример, который активно использовала российская пропаганда вот буквально на днях. 14 июня в Киеве похоронили ветерана УПА и добровольца дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула. И во время и похороны прошли с официальным церемониалом Министерства обороны Украины. И там участвовал в этой церемонии почетный караул президента Украины. И это пропагандистами российскими использовалось как доказательство того, что на государственном уровне у нас поддерживают нацизм и, собственно, отдают почести карателям СС. Ну, прежде всего, давайте по пунктам разберемся. Во-первых, у нас есть нормативно-правовой акт, который приравнивает
участников, бойцов УПА с ветеранами войны. То есть по-любому это уже как бы есть обоснование тому, почему как бы государство таким образом участвовало в организации похорон этого ветерана. Далее. Если мы обратимся к историческим фактам, что дивизия Галичина, она не была карательной структурой. Это было воинское подразделение, которое принимало участие в боевых действиях на фронте. И никогда они не занимались именно полицейскими, они не выполняли полицейские функции и так далее. Вот. А то, что они входили в составы СС, ну так, знаете, в составе СС, Waffen-СС и так далее, было очень много национальных подразделений. Это специально делалось руководством фашистской Германии для того, чтобы максимально больше, скажем так, вот привлечь именно на вот таких вот национальных единиц в своей структуры чисто с пропагандистскими целями. Вот. Что касается УПА, его прошлого как бойца УПА, ну так извините меня, УПА никогда не была карательной структурой, которая воевала по национальному признаку. В составе УПА были представители разных национальностей, в том числе и евреи были, и поляки были, и отдельные подразделения были, скажем так, вот где большинство представителей этих национальностей было. То есть в данном случае Украина вот конкретно по этому кейсу, оно действовало в соответствии с законом Украины, который приравнивает ветеранов УПА к ветеранам войны. Историческое прошлое свидетельствует о том, что, скажем так, вот дивизия Галичина, она не была карательной структурой, она была подразделением армии, немецкой армии, которая боролась с советской оккупационной, по факту для Украины, армией. Вот. И кроме того, когда россияне выдвигают такие аргументы, упоминают, скажем так, вот подразделения иностранные граждан других стран в составе немецкой армии, они почему-то забывают упомянуть, что в составе немецкой армии со всего Советского Союза самая большая часть это были именно россияне. Казаческие подразделения, армия Власова, которые насчитывали, если я не ошибаюсь, 1,5 миллиона, даже более. Ну, в таком случае у меня просто возникает вопрос, так может вы начнете с себя, может вы пересмотрите свою историю. Вы меня извините, но Власов и подразделения Власова воевали под триколором, который сейчас является государственным символом России. И на Красной площади, когда на Параде Победы, когда кидали знамена поверженных подразделений немецкой армии, среди них были и власовские знамена, трехцветный флаг, который является сейчас российским. То есть в данном случае мы имеем место с классическим передергиванием ситуации, гиперполизацией, сменой акцентов и акцентированием внимания на тех деталях, которые не являются главными, которые не являются основными. То есть типичная манипуляция, типичное передергивание, типичные вот такие вот манипулятивные технологии, задача которых вызвать, раскрутить на эмоции. И самое страшное, самое проблемное в этой ситуации то, что российская сторона приводит очень много разных деталей, подробностей, в которых большая часть целевой аудитории не разбирается. И они очень многое принимают на веру. Тут надо понимать просто структуру такого явления, как фейк. Что такое фейк? Фейк — это определенная информация, определенный факт, который имеет высокий уровень достоверности. Берется, допустим, событие, которое в действительности было, или там, допустим, видеоряд, или фото, какой-то материал, где четко зафиксировано какое-то событие, но к нему добавляются какие-то элементы, какие-то акценты, сопроводительный текст, сопроводительные комментарии, которые могут абсолютно диаметрально развернуть этот сюжет, абсолютно диаметрально перенаправить смысловое содержание этого сюжета, этого контента и, соответственно, вызвать негативные эмоции у целевых аудиторий. То есть, еще раз повторяю, что если детально разбирать все аспекты, все факты, все элементы вот этого фейка, то четко становится понятно, насколько он неправдивый. Но проблема в том, что большая часть слушателей, большая часть потребителей этого контента, она не разбирается в этом вопросе, и у нее нет желания детализировать, проверять. Ну, то есть отсутствует элементарно 3 базовых элемента, которые всегда позволяют защищаться от информационных атак. Это критического мышления, это информационная стойкость и это медиаграмотность. То есть вот отсутствие этих 3 элементов, оно позволяет россиянам сегодня хозяйничать в наших мозгах и в нашем информационном пространстве
достаточно серьезно. Там используются очень сложные, очень системные технологии, многоуровневая фильтрация, через которую проходят фейки, проходит информация. И когда вот эти фейки появляются в наших СМИ, появляются перед нами, когда мы их слышим, когда мы их воспринимаем, они выглядят очень, скажем так, правдоподобно, они выглядят очень, скажем так, вот смачно, я бы так сказал. И, естественно, человек, неискушенный в таких вопросах, он вот просто верит, и у него не возникает никаких сомнений в том, что эта информация правдива. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо вам большое. А с нами на связи начальник отдела гражданско-военного сотрудничества сухопутных войск Вооруженных сил Украины Руслан Мирошниченко. Добрый вечер. Добрый день. Очень часто, анализируя, так просматривая российские пропагандистские каналы, можно там увидеть заявление о том, что Украину теперь не ждут в НАТО, о том, что от нашей поддержки уже отказались. Можем ли мы говорить, что это действительно так или это фейк? Наверное, самым удачным доказательством того, что мы активно сотрудничаем с НАТО, и это сотрудничество только активизируется, является то, что в Вооруженных силах Украины создана служба гражданско-военного сотрудничества. Это уникальный инструмент взаимодействия с людьми, с гражданским населением, с целью оказания помощи гражданскому населению в районе конфликта, в районе проведения операции, для обеспечения защиты гражданского населения, для обеспечения защиты прав человека. И подобной институции, подобной службы не было в советской армии. Эта служба отсутствует в Российской Федерации. Эта служба существует в Вооруженных силах Украины с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины. Да, был опыт выполнения подобных задач в Ираке, когда Украина принимала участие в операции стабилизационных сил в Ираке. Но интегрирована и создана полноценная служба в вооруженных силах только с 2014 года. Она работает. Одним из направлений деятельности также является национально-патриотическое воспитание. Мы активно работаем с натовскими партнерами. То есть вот, пожалуйста, такой вот пример, скажем так, гуманитарной составляющей военной деятельности, если могу так сказать. А как вы оцениваете уровень интеграции нашей армии с армией НАТО, подведение, скажем так, к стандартам, насколько мы уже приблизились к натовским стандартам? Как вы оцениваете это сотрудничество? Еще очень много работы. Есть успехи, безусловно, но для того, чтобы эффективно выполнять совместные задачи, есть такой термин interoperability, то есть взаимодействие. Есть основные принципы взаимодействия. Да? Это система управления и контроля, связь, естественно, знание языка. То есть обмен информацией, управление должно происходить на одном языке. Язык в НАТО английский. То есть для этого нам еще очень много необходимо трудиться для того, чтобы командный состав владел свободным английским языком, абсолютно свободно, для того, чтобы на уровне знания украинского языка, для того, чтобы на уровне с британскими, американскими и офицерами и другими партнерами по НАТО мы работали как на уровне штабов, так и на уровне тактических подразделений. Еще один российский нарратив, который озвучивает в том числе и президент России Путин, о том, когда выступает против вхождения Украины в НАТО, это угроза, которая якобы присутствует для России. И один из аргументов, он приводит, что если Украина станет членом НАТО, то тогда
ракетно-пусковые установки будут стоять на российско-украинской границе, и очень сильно сократится время подлета ракет до 7 минут. Действительно ли это реальная угроза, и не существует ли ее сейчас? Например, ведь страны Балтии тоже граничат с Россией, и какое там время подлета ракет? Вот не лукавит ли Путин, когда приводит такой аргумент? Безусловно, лукавит. Дело в том, что Украина находится в орбите стратегических интересов господина Путина. Это тот самый бриллиант, который необходим России для того, чтобы совершился успешно проект восстановления Российской империи. Это банально, об этом на этом не стоит заострять много внимания, насколько это все очевидно. Очень много манипуляций и, скажем так, спекуляций по поводу вступления, по поводу возможности вступления. Например, оккупация, аннексия Крыма незаконная. Да? То есть оттяпали, простите мне мой язык, Крым, исключили возможность вступления Украины в НАТО. Нет, это не так. Если внимательно почитать соответствующие документы НАТО, почитать устав НАТО, то можно прийти очень легко к выводу, что самым главным условием вступления в НАТО — это желание самого государства. То есть принимает решение народ Украины прежде всего. Раз. Второе. Безусловно, есть критерии. Да? То есть это главенство права, развитые демократические институции. Безусловно, это предусматривает отсутствие коррупции, по крайней мере, на том уровне, который он существует у нас в Украине до сих пор. То есть вот это основные наши внутренние проблемы, внутренние реформы, которые необходимо совершить. И пожалуйста, вот есть дорожная карта и есть все основания для того, чтобы работать по ПДЧ, по плану дій щодо членства в НАТО. Ну, кстати, насчет этого плана даже президент Украины Владимир Зеленский уже задался вопросом, когда и почему. Уже ждем, а все никак. Ну, я не комментирую слова Верховного Главнокомандующего, я військовослужбовець Збройних сил України. Но я лишь могу, как человек, который практически больше 20 лет активно работает в сфере имплементации определенных стандартов натовских, сотрудничества в НАТО, я могу сказать, что вопрос необходимо задавать не НАТО. Это наше решение, это наши реформы, это наша цель, это наши приоритеты. Мы строим независимое государство, основанное на принципах демократии, главенства права. Точка. Это предусматривает определенные реформы. Вопрос необходимо задавать в парламенте, необходимо более решительно и последовательно выполнять реформы, и это не останется незамеченным, и тогда можно будет серьезно, плюс необходимо доказать и показать, продемонстрировать последовательность реформ. И я говорю сейчас как гражданин, да, и тогда это не останется незамеченным, и нужно будет серьезно за стол переговоров уже подходить к практической фазе имплементации этого ПДЧ. Вот, мое мнение. Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Спасибо. А наш эфир мы продолжим с Татьяной Швыдченко. Она историк и основательница образовательной организации «Экспертный корпус». И она с нами на связи. Добрый вечер. Доброго дня. Когда мы смотрим то, что показывают на российских каналах, и часто видим, что там огромная доля эфиров посвящена Украине. И последние эфиры, они были посвящены отношению Украины к Второй мировой войне. Вот 22 июня, День памяти и скорби,
И очень часто там используются такие нарративы, связанные с тем, что вот Украине перестали чтить память и праздновать победу. Теперь это у них там Вторая мировая, но не Великая Отечественная. А это значит, что там чуть ли не живут последователи, сторонники нацизма, предатели, которые отказываются от своих исторических ценностей. Давайте попробуем разобраться в этом во всем, где здесь правда, а где здесь ложь. Ну, я би сказала, що навпаки Україна повернулася після радянської окупації, повернулася до справжньої своєї історії, і зараз відбувається в першу чергу повернення до правдивої історії. Адже ми знаємо всі ці міфи про веселі прогулянки по Берліну, про Велику Вітчизняну війну, яка такою насправді не була. Це була радянсько-німецька війна, в якій загинуло дуже багато як і українців, а також інших народів, які проживали на території України. І ми знаємо, що сьогодні триває російсько-українська війна, і в ній також вживається дуже багато різних міфів та фейків. Я би тут почала розмову з самих початків, з самої. Ми знаємо, що Путін любить проговорювати на телебаченні, в засобах масової інформації різні меседжі про те, що історія Русі Київської – це не Київська Русь, це історія Московії і так далі. Але ми знаємо, що Московія або Росія, вона почала зватися Росією у 18 столітті за Петра І. Вона формувалася як провінція Золотої Орди. Московські князі були васалами правителів Золотої Орди і отримували ярлик «право на владу». У 15 столітті наступником Золотої Орди стало Кримське ханство. І московські князі перейшли у підданство саме до Кримського хана. Офіційні відносини Криму і Москви встановилися в 1474 році. З того часу саме кримський хан Менглі-Герей контролював свого нового васала, московського князя. Тобто вже бачимо, що історія починалася зовсім не так, як люблять це зараз поширювати російські засоби масової інформації. Лише за часів правління Петра І Московія перестала бути васалом Кримського ханства, а Петро І почав будувати свою імперію, і для нього було важливо колонізувати не лише Балтику, а й Північне Причорномор'я. Він хотів витіснити звідси турків і кримських татар. Метою Російської імперії була ліквідація Кримського ханства. Катерина II мала певні успіхи в цьому напрямку, хоча Крим відтоді був суттєвою проблемою для Російської імперії. Потрібно було вести постійні виснажливі війни за Крим, які часто ставали програшними для росіян. Знаємо, з чого тільки варті наслідки Кримської війни 53-56 років 19 століття, коли Росія фактично капітулювала, і Паризький мир 1856 року позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі. Фортеці і прибережні арсенали також не входили до її юрисдикції. Це була демонстрація слабкості Російської імперії, її технічної і світоглядної відсталості. І, звісно, після переродження Російської імперії в криваву радянську, плани Росії не змінилися. Це вилилося в відому масштабну трагедію депортації корінного народу Криму та його з їхнього рідного дому в 44-му році. Цей геноцид кримсько-татарського народу супроводжувався пограбуваннями з конфіскації майна, знищенням історичної пам'яті, мови, культури і самосвідомості депортованого народу та інших народів, які разом з татарами депортувалися. І підходимо ближче до нашої теми. Майже цілковито була змінена топоніміка півострова. На початку 50-х Крим був спустошений війною і репресіями. І вже маючи такий багаж знань, ми вже можемо зробити висновок, що яка це була Велика Вітчизняна війна. Як для українців, так і для кримських татар, які тоді були депортовані з свого рідного дому. Но вот почему это не Великая Отечественная, а Вторая мировая? Почему она для огромного количества жителей, как и Украины, так и Крыма, не была отечественной? Тому що в першу чергу ці землі, територія України і Крим включно з нею, були окуповані більшовиками на початку ХХ століття. Тобто це також була окупація. І те, що ми знаємо, що два великі злочинні тоталітарні режими ХХ століття – це радянський режим і нацистський режим. Саме вони і боролися за наші землі. Вони розривали їх між собою. То
для нас це хіба була Велика Вітчизняна. До речі, росіяни Великою Вітчизняною спочатку називали наполеонівські війни. Потім ця риторика переросла вже і в ХХ століття. Це створений штучний міф, покликаний підтримувати купу інших міфів про руський мір, про єдність народів там і все таке інше. Тобто це абсолютно не так. І тим паче росіяни засуджують як українських повстанців, які боролися і проти радянської окупації, проти нацистської окупації, це Українська повстанська армія. Так само ми бачимо, що вчинили з кримсько-татарським народом, яких звинуватили в посібництві нацизму і депортували з своєї домівки. Если можем, давайте об этом поговорим поподробнее. Можно ли говорить о массовом предательстве крымских татар во время войны? Вот какие у нас есть на сегодня факты и документы, рассказывающие о том, как это было на самом деле? Насправді ми можемо пишатися тим, що після Революції Гідності, після 2014 року Україна стала відкритою в плані архівів, і ми можемо мати документальні свідчення всіх доказів злочинної діяльності Радянського Союзу і проти українців, і проти кримсько-татарського народу. Ваше питання полягає в тому, що чому росіяни назвали кримських татар посібниками нацистів і чи є цьому підґрунтя справжнє? Ну, я відверто скажу, що немає. Тобто це відверта брехня, як і багато іншої брехні, висловленої російськими міфотворцями в бік народів, які вони намагаються підкорити уже кілька сотень років. Так а в чому-то, собственно, ложь? Ну, в тому, що ми знаємо, що різні випадки були. Ну, брехня в тому, що кримсько-татарський народ був посібником нацистів. Це неправда. Аргументы, которые приводят вот те, кто придерживается этой точки зрения, этого мифа, о массовом переходе бойцов Красной Армии из числа крымских татар на сторону врага. Называются там цифры до 20 тысяч перешедших на сторону фашистов во время боев за Крым. И якобы отсюда можно сделать вывод, что это в процентном соотношении чуть ли не весь народ предал Советский Союз, и поэтому народ предатель. Вот для того, чтобы не просто говорить о том, что это неправда, этот миф же он должен быть разрушен, а разрушен какими-то фактами и доказательствами. Какие факты этот миф опровергают? Факти полягають в тому, що радянську армію, Красною армію, кримсько-татарський народ вважав теж окупаційною, тому що так насправді і було. Тому ми говоримо про, там є свідчення від 9 тисяч до 20 тисяч кримських татар. За свідченням історика Отто Пола, служили в загонах, сформованих німецьким режимом. Деякі з них прагнули захистити свої села від радянських партизанів, і вони стали заручниками ситуації, які за свідченням самих татар часто переслідували їх за національною ознакою. Тобто росіяни їх переслідували. І, звісно, якщо приходять радянські загони, нищать твою сім'ю, то ти вже будеш дивитися або шукати десь зброю і можливість воювати проти них, або якщо тобі дають таку змогу, то ти нею скористаєшся. Тут це дуже такі тонкі межі, які потрібно розуміти. Інші татари долучалися до німецьких загонів через те, що потрапили в полон до нацистів і хотіли полегшити нелюдські умови перебування в таборах для військовополонених в Сімферополі та в Миколаєві. Водночас 15% дорослого чоловічого кримсько-татарського населення воювали на боці Червоної армії. Під час депортації їх демобілізували, відправили в трудові табори до Сибіру і Уралу. Ось така була дяка за те, що вони стали на захист, фактично вони стали на захист своїх сімей і родин, але в лавах окупаційної радянської армії. Ось, і, звісно, в 44-му році ті, хто служив... Більшість тих, хто служив у німецьких загонах, відступили, і під депортацію попали переважно їхні жінки і діти, що лишилися на півострові. Але це були люди, які захищали свою територію, свою домівку, і вони розуміли, що є два окупанти – і радянська Росія, і нацистська Німеччина. А вы знакомы со статьей Путина, которую он опубликовал в немецкой газете, «Быть открытыми, несмотря на прошлое»?
Чула про неї, ще не читала. Що там? Ну, там есть два тезиса, которые я бы хотел с вами обсудить. Один из них заключается в том, что Европа поддержала антиконституционный переворот тогда, когда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. И он спрашивает, зачем США организовала переворот? Ну, это такая вот фактически цитата из этой статьи. Вот давайте попробуем разобрать, что в этой цитате искажение правды. Ну, по суті, все, тому що спочатку ми знаємо, що в 14-му, 15-му, 16-му роках риторика Росії полягала в тому, що от в Україні до влади прийшли фашисти, нацисти. Так само говорили і про президентство Віктора Ющенка. Тобто будь-яка проукраїнська влада в них сприймалася як нацистська і як загроза їхньої експансійної, колонізаційної тактики і стратегії. Тож тут все буквально фейк. І зараз вони поміняли стратегію, що, до речі, дуже хитро і дуже розумно з їхнього боку. І вони тепер говорять, що нас, Україна, тобто вже весь світ зрозумів, що ніяких фашистів, нацистів в Україні немає. Тож стратегія полягає в тому, щоб переконати всіх, що влада в Україні не самостійна і здійснюється ззовні. Тобто це теж неправда. А давайте тогда факты. Почему неправда? Ну, діє український суверенітет, президент, Верховна Рада. А де факти, що здійснюється якесь керівництво там США або ще звідкилясь? Де ці факти? Ну, даже в нашем украинском информационном пространстве очень часто можно услышать такие тезисы. Президент Зеленский принял такое кадровое решение, потому что ему позвонили из администрации президента США, и там пригрозили какими-то последствиями. Это там связано и с конституционными реформами, и с законом против олигархов, или еще что-то там. Можно таких примеров перечислять много. Почему это фейк? Тут теж тонка грань розуміння, адже ми знаємо, що ми живемо не ізольовано в своїй бульбашці десь в космосі, а ми живемо в світі, який взаємодіє, в світі глобалізації, який тісно між собою взаємодіє. І що є деякі партнерські зв'язки і домовленості. Так само хіба Росія не реагує на міжнародні якісь звернення різних президентів? Чи якби це так було, то Путін уже давно б захопив увесь світ і тішився б своєю владою. Але цього не стається, тому що є інші держави, інші державні лідери, які впливають на ту чи іншу політику інших держав. Я не бачу тут ніякої суперечливості з тим. І не бачу, що те, що написав Путін, що це якимось чином підтверджує якусь його правду. Если вы отслеживали, конечно, какие основные за последнюю неделю, месяц, два пропагандистские российские нарративы используются против нашей страны? Какие, может быть, конкретные примеры и, собственно, как этому противодействовать? Ну, в принципі, це залишається цей топчик міфів, який трошки глобально риторика то змінилася, що ось не спрацювала теза про фашистів, але працює теза поки що про зовнішнє керування. Але, наприклад, в Україні триває громадянська війна. До сих пір це проговорюється на російських каналах і на російських майданчиках. Ну, ми всі, хто тут живе, ми бачимо, що це відверта неправда. Або в Україні при владі діють ультраправі. Ну, це теж абсолютний міф. І він, всередині нашого суспільства він абсолютно не працює. Можливо, в це до сих пір вірять широкі маси російського населення. Або в Україні порушують права російськомовних. Оце для мене найбільш такий хитрий міф, який може розхитувати наше суспільство навіть всередині тут. Адже в нас прийнятий закон про українську мову, і цим користується російська сторона, кричать, що караул, ось утисняють російськомовних. Але це відверта брехня, адже закон був створений заради того, щоб захистити саме україномовне населення України, щоб воно також мало свої права і могло їх відстоювати. Ну вот, кстати, опять этот нарратив, модное нынче слово, возродился после принятия
вернее, после подачи президента Владимира Зеленского законопроекта о коренных народах в Верховную Раду Украины, мы увидели просто шквал каких-то заявлений, связанных опять с ущемлением русских в Украине. Почему так происходит? Вот даже если прочитать закон, там же все черным по белому. Понятно, что речь идет об защите прав одного народа, вернее, 3 крымских татар, крымчаков и караимов, их интересов и прав как коренных. И при этом там нет речи об ущемлении чьих-либо других прав, а права других национальных меньшинств защищены другим законодательством. То есть тут как бы понятно, что в этом нет, но все равно из одной программы в другую российские пропагандисты используют этот нарратив, эту тему для чего? Хотя, казалось бы, она уже, очевидно, что это не так. Це, очевидно, не так. І я більше того скажу, якщо Путін і справді бажав би добра етнічним росіянам в Україні, то передусім би мав зупинити свою агресію, адже вони також страждають від неї. І в той же час в самій Росії права українців постійно порушуються. Не тільки українців, а всіх народів, які там проживають. Вони не мають змоги навчатися рідною мовою. Українські організації та установи нелояльні до Кремля, вони переслідуються. Тобто там відверті репресії. Тож питання, чому вони перекидають свої реалії на наші. А ви спитали, для чого це все робиться? Звісно, для того, щоб розхитати ситуацію. Адже ця давно відома істина, що війни виграються в голові, а потім уже на фронті. Тобто це все очевидно. Інформаційна гібридна війна, вона дуже потужний інструмент для того, щоб перехилити терези в цій війні. Тому ми маємо стояти стійко і не вірити в російські фейки, перевіряти будь-яку інформацію і читати багато, слухати про те, як є насправді. На щастя, ця інформація сьогодні широко доступна в Україні. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире и подключились к нашему разговору. Спасибо большое. Дякую вам. До побачення. А на сегодня все. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источники информации и не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации, или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.